Стычка между таджиками и кыргызами. Почему это обрело общественный резонанс? Подписывайтесь на обновление, и точно будете в курсе всего самого важного. После массовой драки между мигрантами из Таджикистана и Кыргызстана, произошедшей на территории строительной площадки Лахта-центра, 380 человек были доставлены в отделение полиции в Санкт-Петербурге. О причинах драки не сообщается. Сайт ВЧК ОГПУ в своем телеграм-канале сообщает, что массовая драка началась вечером 3 июня в столовой на территории Лахта-центра, а затем переместилась на улицу. Судя по видео, которое отправили мигранты, во время драки в дело шли не только кулаки, но и куски арматуры, камни и строительные маски. В итоге один уроженец Кыргызстана был доставлен в больницу. После проведения профилактических мероприятий, в ходе которых полиция и Росгвардия доставила в участок около 380 человек, были выявлены 4 предполагаемых организаторов драки, пишет ВЧК ОГПУ. В полиции сообщили, что все 4 организаторов драки уроженцы Кыргызстана и работали на этой же стройплощадке. Все они задержаны. О судьбе других задержанных мигрантов не сообщается. На строительных объектах Лахта-центра, заказчиком и инвестором которого является компания «Газпром» нефти «Восточноевропейские проекты», работают тысячи человек, в том числе и граждане Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. 19 мая полицейский спецназ задержал на этой же стройплощадке Лахта-центра в Санкт-Петербурге группу трудовых мигрантов, применив насилие в отношении некоторых из них. Тогда поступило видео, в котором видно, как ОМОНовцы сажают несколько мигрантов в автобус. Одного молодого человека полицейские повалили на землю и скрутили ему руки за спиной. Только лишь после протеста мигрантов, которые заявили, что действия спецназовцев незаконны и что у парня есть документы, парня подняли с земли и бросили в автобус, чтобы доставить в полицейский участок. Как вы относитесь к такой ситуации? В последнее время достаточно часто возникают драки между мигрантами. Ситуация накаляется. А в то время как главы МИД и МВД Российской Федерации находились с визитом в Таджикистане и обсуждали с властями страны вопросы развития двустороннего сотрудничества, в самой России, судя по отправленным видео, продолжались задержания таджикских граждан. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров 5 и 6 июня находился с официальным визитом в Душанбе и провел переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и своим таджикским коллегой Сираджиддином Мухридином. В ходе визита Лаврова был обсужден и вопрос трудовой миграции граждан Таджикистана в Российской Федерации. Глава МИД Таджикистана сообщил о планах Москвы и Душанбе укрепить координацию в сфере миграции, чтобы предотвратить конфликты с участием таджикских граждан, прибывающих в Россию. Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев 5 июня участвовал на заседании Объединенной коллегии МВД России и Таджикистана в городе Гулистон Сагдийской области, в ходе которого по официальным данным были рассмотрены вопросы укрепления межведомственного сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, организованной преступностью, наркотрафиком. Был ли обсужден вопрос соблюдения прав граждан Таджикистана в России, не сообщается. В те же дни, судя по отправленным видео, в российских городах продолжались задержания граждан Таджикистана. Мигранты сообщают в частности о рейдах против таджикских мигрантов в Санкт-Петербурге. Ранее российские власти объявили об окончании, как они говорят, внеплановых рейдов по проверке документов мигрантов. Ситуация с мигрантами в Санкт-Петербурге ухудшилась. Их задерживают везде и доставляют в отделение полиции. Все отделения полиции заполнены таджикскими мигрантами. «Ребята, берегите себя», заявляет один из мигрантов в видео. В мае этого года российские полицейские задержали и избили сотни таджикских мигрантов, а десятки из них были депортированы. Силовики приходили в места проживания мигрантов ночью или ранним утром, поднимали людей, проверяли документы, а тех, кто начинал задавать вопросы, избивали и задерживали. Тех, у кого с документами были проблемы, задерживали. Как вы относитесь к такой ситуации, что пока российские представители в Таджикистане, у них даже ничего не спросили, а задержания внутри России продолжались? Почему никак на это не повлияло правительство Таджикистана? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.